Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня на консультации вас приветствую я, декан факультета башкирской филологии, доктор филологических наук, профессор Хусаинова Лейля Медхатовна. Вы поступаете в магистерскую программу «Восточные языки профессиональной деятельности» и в скобке указаны арабский и турецкий языки. Наша программа предполагает заочную форму обучения. Для зачисления на эту программу вам необходимо пройти вступительные испытания. Вступительные испытания проходят в дистанционном формате. Включает два вида работ. Это тестирование и реферат. Тестирование проходит по языкам, поэтому, когда вы будете заходить, вам нужно будет выбрать арабский язык или турецкий язык. По арабскому и по турецкому языку предлагается 25 вопросов тестовых заданий. Каждое задание предполагает 4 ответа, и только один ответ правильный. Реферат необходимо будет подготовить заранее, и в день экзамена вы только прикрепляете ваш реферат. Для прохождения тестирования на одного человека абитуриента дается 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается это время на 1,5 часа. И самое главное, у вас есть только одна попытка пройти тестирование. Для того, чтобы успешно сдать, вам необходимо набрать 50 баллов. Это баллы складываются по тестовым заданиям и по реферату. Максимальное количество баллов – это 100 баллов. Если вы на все вопросы теста дали правильный ответ и подготовили реферат на самую высокую оценку, то вы набираете 100 баллов. Как пройти вступительные испытания? Вам будут отправлены в ваш личный кабинет логин и пароль. Первый вход через логин и пароль. Отправлены они будут на электронную почту накануне экзамена. Вам необходимо заранее подготовить, найти ваши данные. Если на электронную почту вы еще не получили, то сначала просим посмотреть папку «Спам». Дело в том, что когда делается рассылка, письма могут попасть в спам. Если же и там вы не нашли, вам необходимо связаться с нашими техническими секретарями. После того, как получили логин и пароль, вы заходите под своим паролем, потом меняете. То есть при первом входе необходимо поменять пароль. Перед каждым экзаменом нужно будет сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. То есть к экзамену вам необходимо подготовить ваш паспорт. Паспорт должен быть под рукой. Время для выполнения тестовых заданий ограничено. И есть только одна попытка, поэтому заранее все нужно подготовить, и только тогда, когда вы будете готовы, можно начать тестирование. В личном кабинете абитуриента дана инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Данный документ находится в разделе «Нормативные документы». Здесь они указаны красным цветом, выделены. Просим также заранее скачать эту инструкцию и прочитать, познакомиться. Если же у вас остались вопросы, вы можете написать письмо мне, в конце я вам дам свои данные, или же обратиться к нашим техническим секретарям. Их номер указан в вашем заявлении. На сайте приемной комиссии дано расписание вступительных испытаний. Расписания все уже утверждены и размещены. Мы уже знаем, какого числа пройдет экзамен для абитуриентов, которые поступают на нашу программу «Восточные языки профессиональной деятельности». Вы также можете открыть, посмотреть, познакомиться и запланировать свои дела, исходя из наших дат. На наше направление
Комплексный экзамен состоится 12 августа. 11 августа доступна будет консультация. Накануне подготовить нужно будет все необходимые документы, реферат, подготовиться. И 12 августа наша система будет открыта для вас с 10 утра до 10 вечера. В удобное для вас время вы заходите с новым паролем и логином и проходите тестирование. Реферат, который был подготовлен заранее, только прикрепляет в этот день. Если же по каким-то причинам вы не смогли 12 августа пройти тестирование, то дается еще один день, это 17 августа. Это резервный день. После у вас такой возможности не будет, поэтому просим убедительно запланировать ваше мероприятие и дела, исходя из нашего расписания. 17 августа система будет работать с 10 утра до 5 вечера. Время здесь уже меньше. На последнем столбике указаны цифры и время для тех, кто поступает на контрактной основе. То есть 12 августа это экзамен для тех, кто поступает на бюджет. 16 сентября это время для тех, кто поступает на коммерцию. Для них еще есть 21 сентября резервный день. Это тем, кто планирует оплатить свою учебу. Есть возможность заранее подготовиться к сдаче вступительного испытания. На сайте приемной комиссии, здесь указан адрес сайта, размещена программа вступительных испытаний. Вы находите ту программу, которая подходит нашей программе «Восточные языки профессиональной деятельности», арабский, турецкий языки. Можно скачать, прочитать, там даны примерные задания и темы рефератов. На слайде также указаны основные вопросы. Вот сама программа. На первой странице указаны требования и а также требования к рефератам тоже здесь представлены. Вот перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания по восточным языкам, по арабскому языку. Данные вопросы по направлению общие теоретические вопросы арабского языка знания и арабские заимствования в тюркских языках. То есть вопросы включают по этим направлениям языкознания. По турецкому языку также первый блок это общие теоретические вопросы турецкого языкознания, а второе направление письменность тюркоязычных народов в древнетюркскую эпоху. Вот по этому направлению даны вопросы. Все вопросы даны на русском языке. Ответы тоже даны на русском языке. Но они касаются арабского языка и турецкого языка. На данном этапе вопросы предполагают знание общеизвестных фактов. Конкретно по арабской грамматике и турецкой грамматике вопросы пока не представлены. Вот примерные задания. Слово цифра в арабском языке означает плюс, равно, 0, минус. И вот здесь по арабскому языку вопросы. Так, здесь тематика рефератов. Тоже заранее необходимо будет открыть, посмотреть и подготовить реферат. Требования к рефератам представлены в программе. Подготовленный реферат в день экзамена только прикрепляете. Не забываем, что реферат это научная работа, поэтому и оформление, и использованную литературу, титульный лист, все необходимо подготовить по требованиям. На этом слайде представлены критерии оценивания реферата. Актуальность темы исследования, новизна учитывается, соответствие содержания темы и плана реферата, полнота, глубина знаний. Конечно же, мы будем учитывать ваш вклад в подготовке реферата, ваше мнение, ваше суждение. И не забываем, что, еще раз повторяю, реферат это научная работа, поэтому все требования, которые предъявляются к оформлению реферата, должны быть соблюдены. За реферат вы можете набрать
60 баллов. На последнем слайде указаны контакты руководителя программы. Руководителем программы являюсь я, Хусаинова Лейля Медхатовна. Здесь указан адрес электронной почты. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться на электронную почту, можете отправить письмо. Указаны ссылки на сайт нашего университета и сайт приемной компании. И последний — это номер телефона приемной комиссии. Если же у вас остались вопросы и есть у вас возможность позвонить, вы можете связаться с нашими техническими секретарями. Желаем всем удачи во время вступительных испытаний.